Одним из первых городских объектов, который посетил депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров, стал сквер «Юность». Совсем недавно состоялось его торжественное открытие. Спортивная площадка с нуля была возведена за пару месяцев. Народному избраннику продемонстрировали все преимущества тренажерных снарядов, в частности, антивандальную систему замкнутой регулировки веса и камеры видеонаблюдения. Также на всех тренажерах имеются так называемые QR-коды, которые позволяют получить информацию о том, как правильно выполнять упражнения и на какие группы мышц. Помимо данного уличного спортивного комплекса, в скором времени в сквере «Юность» появится еще несколько дополнительных объектов. Люди ходят. Очень даже много. И молодежи, особенно вот в вечернее время, очень даже много. Бабушки ходят. Бабушки ходят? Да, пробуют. А так и пожилые, все мы здесь уже соревнования. Да, вот, там. А здесь еще вот телефон можно считать, и тоже вот комплекс упражнений и так далее, все это у нас прописывается. Далее делегация проследовала к дворовым территориям, которые в этом году попали под действие программы «Комфортная городская среда». Так, на внутриквартальных территориях по улицам Чайковского, Строителей, Ветеранов и Индустриальному шоссе за 2 месяца реализации программы была проделана немалая работа. К примеру, была расширена проезжая часть, заменен асфальт, бордюры, сделаны парковки. Стоит отметить, что помимо ответственных подрядчиков, активное участие в облагораживании дворовой территории приняли неравнодушные жители данных кварталов. Ну, разумеется, конечно, намного лучше стало. Если бы всегда так хорошо относились, да, жизнь веселее стала. Людям, то бы вообще. Вы инициировали, что вы участие принимали. Мы все принимаем. Но вот сейчас цветы посадили, чтобы берегли его. Деревья еще посадим. Никто на этих нянек не останавливается. После обсуждения насущных вопросов, поступивших от горожан и группового фото, депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров отправился на осмотр парка культуры и отдыха. Излюбленное место досуга горожан в этом году значительно преобразилось. Еще не вся работа выполнена, однако уже на этой стадии ремонта можно видеть значительные улучшения городского парка. Зеленый газон, обновленные цвета аттракционов. Несмотря на хмурую погоду, здесь не по-осеннему ярко. Помимо всего прочего, следует отметить, что каждый из развлекательных объектов ежегодно проходит сертификацию на безопасность. В этом году парку 35 лет, и вот именно хотел что-то новое. В центре города находится, очень много детей с родителями. Я помню, в Вильнюсе народу очень много было. Да, постоянно. Там жара была. Ни одно поколение здесь детей выросло, потому что это наш единственный такой парк. Ну, где действующий, рабочий, хороший парк, потому что здесь условия не только для маленьких детей, для взрослых. А зимой чем занимаетесь? Мы зимой занимаемся, здесь лыжная база, арендой лыж занимаемся, на лыжах закупили. Хорошая лыжная база здесь. И вот в этом году горки поставили, хотим каток сделать, то есть чтобы также более активизировать. А на Тюбинге невозможно, здесь нет склона у вас? У нас здесь склона нету, мы вот может быть, сзади сделаем. Заключительным этапом пребывания депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в нашем городе стало торжественное открытие детской игровой площадки на территории Дома молодежи «Мир». Наверное, самое долгожданное и радостное событие года для сибайцев всех возрастов. После перерезания ленточки ожидающие ребятишки ринулись опробовать новую современную детскую площадку. Около 2000 квадратных метров занимает площадь, около 56 игровых элементов, включая качели. Но самый главный элемент — это, конечно, Кремлевская стена, которая имеет несколько уровней. Это горки, различные сетки, чтобы можно было залезть, пролезть, прокатиться, различные элементы игровые. Вообще, по идее, здесь 8 игровых зон. 8 зон — это вот песочная зона с игровыми элементами, там дальше с песочницей, зона для детей младшего возраста, с качелями, с различными тоже пирамидами. Кремль стоит, вот он тоже игровой элемент для детей. После осмотра детской площадки Зариф Закирович подвел итоги своего рабочего визита и поделился с нашей съемочной группой своими впечатлениями от увиденного. Всего 24 миллиона рублей по городской среде выделены городу Сибаю. Это деньги федеральные, софинансированы из бюджета Республики Башкортостан около 15%. То есть вот такой подарок сибайцам, чтобы улучшить их жизнь, чтобы дворы были в хорошем состоянии. Еще, конечно, предстоит работа. Эта программа будет работать и в будущем году. Я думаю, что город Сибай, то есть она будет претендовать на средства выделения и на будущем году, потому что работы, в принципе, проводятся, и они уже в скором времени, то есть во всех улицах будет закончено. Всего 5 улиц мы сегодня осмотрели.
Кроме этого, мы сегодня вот открыли парк детский. Это оказывал помощь городу Сибаю фонд Водянова, Натальи Водяновой. Поэтому сейчас самое главное, чтобы, конечно, беречь, чтобы его ничего не ломали. Кстати, вот здесь установили видеопроекторы, они будут следить, чтобы каких-то происшествий не было здесь. Ну и, конечно, чтобы дети будут с удовольствием ходить, здесь играть. Даже здесь, вот я такой, честно говоря, впервые вижу, есть даже пеленальный столик, сделанный прямо под навесом, чтобы могли мамаши прийти, если необходимо, что детей там пеленать. Затем народный избранник пообщался с ребятишками и сфотографировался на память с юными жителями нашего города. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.